В сегодняшнем видео мы расскажем о одной из самых болезненных тем для таджиков. Досмотрите это видео до конца, и вы узнаете, какая проблема не дает жить в стране спокойно. Подписывайтесь на наши обновления, чтобы быть в курсе о всех новинках на нашем канале. Наш проект не преследует сугубо коммерческих целей, однако всеми нами движет общая идея – честные и объективные новости без выгоды третьих лиц. Просим вас поддержать наш проект и его развитие. Ссылка для помощи будет под этим видео в описании. Tacik aylarından aralab ötken, bizim kanal Tacik'ten aralab ötken yılına baylaştı. Bir söz kalan dolu oldular. Acıda zıpros aşağı koyucu jelleri varken, şular bir kebir uçlarda taşak koygan şunları olur. Kebir yılları belki biz yılları alıp geçeyim varken biz. Ben maşallah uçta yerdi beresine de talap koşattı. Yemin kakılışı kap gelet ne? Rast şunda olsa ses kakılışı kap gelet. Aylasızda. Yemin dünya yüzünde bütele soğuşlar, yer su meselesinden çıkıp. Таджикистан уже давно не может спокойно жить в пределах своей границы. Постоянно происходят посягательства на земли страны и всевозможные конфликты. Так, конфликты с соседями нарушают спокойствие граждан. Кыргызстан пытается захватить приграничные села, вводя в ужас местное население, разрушая их сооружения. Общая граница Киргизии и Таджикистана составляет 970 километров. В годы советской власти рубежам республик часто не придавали большого значения. Они чертились без учета этнического фактора, а исходя из неких хозяйственных соображений. После обретения независимости у новых государств появилось множество претензий друг к другу. До сих пор несогласованным между Киргизией и Таджикистаном остается 451 километр границы, о принадлежности 70 участков ведутся споры. Чаще всего разногласия возникают из-за этнической чересполосицы или претензий на элементы инфраструктуры, например, отрезки дорог, водозаборы, каналы. Конфликты продолжаются много лет. Решить их, казалось бы, не так сложно. Достаточно делимитировать и демаркировать границу. Более успешные государства региона – Казахстан, Узбекистан – эту задачу решили. Киргизии и Таджикистану это сделать пока не удается. Стороны апеллируют к разным картам. Республики с трудом осваивают большие массивы документов. Бишкеку и Душанбе тяжело решиться на компромиссы. Если власти отдадут соседнему государству земли в одном районе, они не смогут объяснить его жителям, что в обмен получили земли в другом месте. Этих жителей не интересует другое место. Как вы относитесь к такой ситуации? Свои ответы пишите нам в комментарии под этим видео. Также остра проблема в отношениях с Афганистаном. Нестабильность осложняет ситуацию. Нам будет очень плохо, если будет идти война у соседей. Мне все время страшно, что будет дальше. Рядом идет война. Это страшно. Помимо нарушения спокойствия приграничных жителей и опасность вооруженных нападений, через границу проходит наркотрафик. Каждый день таджикские пограничники борются с наркоторговцами, изымая у них наркотических веществ на целое состояние. Но только пограничникам Таджикистана не решить эту проблему. В этом также должен быть заинтересован Афганистан. Но с их стороны особой заинтересованности не замечалось. Таким образом, в страну поступают наркотики, которые потом распространяются среди местных жителей, имеющих эту пагубную зависимость. Подсаживаются все новые люди, и пока на границе борются с конфликтом, проблема зарождается внутри страны, и остановить это достаточно сложно. Власти Таджикистана всячески пытаются наладить контакт с правительствами этих стран, найти хоть какой-то компромисс, но видимых результатов все еще нет. Но работа продолжается, и все это так не останется. За последние годы на таджикско-афганской границе открыты 7 контрольно-пропускных пунктов. Мы поддерживаем постоянную связь со своими афганскими коллегами, пытаясь вместе противостоять террористическим и наркогруппам. На этом у нас все. Оцените наше видео подпиской и лайком.